верховного нашего Бога Собяки, и поэтому называют двумя словами. Худяерон, рады вас видеть. Привет. Приветствую. Человек, который в 2005 году своим интеллектом, своей волей заставила, можно сказать, и нашу республику, и мировую общественность признать Аланхор шедевром мирового наследия, устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. И это событие дало новый толчок этническому возрождению наших народов. Bu festival ikistөгөлүн ытыллар биги институт бут булырын холобур институт атыттан бу граны сүйбүт эбит боллана быйыл биги студенка бут сүрдө ол курдук Росмолодежь және федеральное агентствога биги хаяпка ытаммыт бу ikistөгөлүн ытар ческе тексибиттен олус үйрөбит оны жолланабыт бу терехеңе опсая отут эпахат олорачылар келилер ол курдук Алтай Тува, Бурятия, онна саха серин эпахын толорачылара, онна эбен эпахын толорачы немкана агачы эдер ичаттар тоғырға мұнистынылар. Конкурс в этом году был очень высокого уровня, накал большой, особенно среди якутов саха, потому что основные исполнители они. Из 3 регионов были гости. И из коренных жителей Вены выступали. Ага. Ну и улусы наши, начиная с южных улусов, центральная, конечно, вилюйская группа и северные улусы выступали. И показали свои локальные стили. Очень хорошо наши показали. Ну, первое место мы отдали единогласно представителю алтайского эпоса. Я не ожидал, что займу первое место. Тут все достойны первого места. Как говорится, главное участие. Просто хотел поучаствовать, набраться опыта. От меня кто-то наберется опыта, я наберусь опыта. А такого плана, чтобы прям первое место занять, такого не было. Второе и третье места заняли наши лучшие. Вот Настя Алексеева со своим Аланхор авторским выступила. Это она вот у нас растет постоянно. Ага. И Станислав Иванов. Станислав Иванов, это у него в репертуаре у него это пятый текст. Ага. Среди которых у него даже есть авторская Аланхор. Настя тоже исполняла свою Аланхор. Так что вот наши ребята, они не только там выучивают и что-то говорят, да, а именно из себя они извлекают. Они знают несколько таких вот текстов, 35-тысячных. Меня это, знаете, как дидакта удивило. Почему? Потому что это человеку надо запомнить, воспроизвести, и это сделать с такой максимальной пластичностью артистической, передать все ролевые культурные коды.